Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сводки с Херсонского направления. 4 октября 2022 года на 15 часов. На северо-востоке Херсонской области вооруженные силы Российской Федерации из-за прорыва на ВСУ на Береславском участке из угрозы физического окружения российской группировки со стороны села Тучана и Давыдов Брод принято было решение вывести контингент вооруженных сил на новый рубеж обороны. Помимо Брода, российские подразделения оставили Большую и Малую Александровку, Староселье, Трифоновку, Новую Каменку, Ольгино и Архангельское. Пока совсем непонятно, как будет проходить новая полоса соприкосновения. Предполагаем, что на сегодняшний день вооруженные силы разместятся на рубеже Костромка, Борозинское, Мыловое. Это позволит избежать создания котла и выровнять линию фронта. С точки зрения невозможности удержать оборону на Криворожском участке, это единственный приемлемый вариант для сохранения личного состава и техники. Однако отсутствие каких-либо действий и контрнаступления в ближайшей перспективе создает угрозу дальнейшего наступления ВСУ на Береслав и Новую Каховку, а также Херсон со стороны Посадского, Покровского и Снегиревских участков. Кроме того, контроль ВСУ над побережьем реки Днепр – это непосредственная угроза нашей группировки на левом берегу Днепра. Украинские подразделения при условии отсутствия противодействия смогут провести десантную операцию использования малых лодок и катеров, которых у них очень много. А это уже удар во фланг группировок вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области и непосредственно Мелитополь. Решение этого вопроса требует незамедлительного решения. И первоочередной задачей надо создавать здесь ударную группировку, вводить резервы срочно. Подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь в Telegram, там больше новостей, больше видео. Всем пока, удачи!